называется «Битва воинственного клана». Игра вроде бы несложная. Дай бог, до обеда управимся. Радиус, фактически мы написали 10 километров. Ну так, чтобы потом не было никаких предъявлений. Будут задания с агентами, на одном из которых надо будет присутствовать всей команде. Сразу предупреждаю, что мы будем проверять по машинам, которые вы заявили уже в своих заявлениях. Так, и в принципе вроде бы все. Допы. Сегодня доп. 1 появился, лопата. Коды, локации, инквизиторы, агенты, допы. Эта терминология становится все более привычной в молодежных и не только кругах. Популярность игры «Дозор», не путать с книгами Лукьяненко, к его дневному и ночному дозору игра не имеет ни малейшего отношения, набирает обороты. В нее играют по всей России, от Симферополя до Якутска. Так что это такое «Дозор» и каждый ли может стать дозорным? Смысл – быстрее выполнить задание, выполнить уровень. Получается задание по интернету, надо его разгадать, доехать до места, найти код. Все. Итак, 10 заданий. Смысл игры в выполнении различных заданий. Задание в виде загадки выдает координатор полевым игрокам, которые должны разгадать место, зашифрованное в ней, приехать туда быстрее всех и найти там код, который сообщается организатору. Если код верен, координатор получает задание на следующий уровень. Порой выискивать в загадке указания на место сложно или практически невозможно. Вообще смысл игры, в принципе, я объяснять не буду, но как только задание получено, все начинают усиленно думать, каждая машина, да, то есть она превращается в такой своеобразный мозговой центр. Свои мысли они передают штабу, штаб принимает общее решение и отправляет машину, одну машину, или несколько машин по определенному, допустим, адресу. И прибыв на эту точку максимально быстро и без нарушения правил дорожного движения, экипаж машины приступает к поискам кода. У дозорных есть даже свой язык. Обычным людям понять его без специальной подготовки трудно. Например, абориген на дозорном означает типичного представителя местной микрофлоры района. Быдло-дом, быдло-двор или быдло-место. Дом, двор и, соответственно, место с агрессивно настроенными аборигенами, не понимающими, что и таким образом люди могут проводить свое свободное время. Ну а теперь об истории. Самая первая игра в «Дозор» состоялась 11 июня 2005 года в Петербурге. И именно эту дату принято считать днем рождения «Дозора». За 3,5 года «Дозор» оккупировал улицы более 120 городов в 5 странах мира. Сколько людей играет, посчитать не возьмусь. Однако такой игрофобии на любительском и самоорганизационном уровне я не припомню. Что ж так манит людей каждую субботу выезжать на улицы ночных городов, чтобы найти заветные две буквы «Д» и «Р»? На этот вопрос может ответить только тот, кто ходил в «Дозор». Рассказать про него очень сложно на самом деле, если у тебя есть в крови адреналин, то есть играет, и ты любишь все экстремальное, то это обязательно для тебя. И поймешь ее только в игре. И вечеринки, которые происходят после игры, мы собираемся, хорошо отдыхаем. Это весело, просто весело. Любая игра, каждая игра интересна по-своему, поскольку она каждый раз создается по новой, тут нет шаблонов. Можно гонять, допустим, задание получаешь в хатассах, следующее задание можешь получить житай. Спокойно. Было такое. То есть, сам посуди, какой драйв, какой темп игры в целом. И это все, в принципе, укладывается в течение 6 часов. «Дозор» играют посезонно. Конечно, выиграть одну игру и уйти можно, никто тебя держать не будет. Но люди почему-то не уходят. Субботние ночные вылазки затягивают. А если учитывать еще и сезонность игр, то привязанность к ночным приключениям превращается в зависимость. Причем зависимость массового характера. Сезон — это 6 игр. Нынче будет 18-я игра, значит, получается так, с прошлого года. Команд играет стабильно 8-10. В каждой команде в среднем по 5 машин. Ну и посчитать. То есть где-то, наверное, 50 машин каждые 2 недели дрессируют по улицам ночной выпуска. Ну, я так понимаю, что в машине еще и не по водителю сидит, да, а еще кто-то? Да, конечно, там
десант, значит, полевых игроков, вооруженных фонариками, перчатками, тепло одетых, вооруженных ноутбуками для того, чтобы поддерживать связь с координационным штабом. Главный атрибут ночных игр – это, конечно, автомобиль. Без него добираться до локаций, так называются места захоронения кодов с заветными буквами D и R, невозможно. Дозор – это автомобильная игра, и в этом, возможно, кроется секрет ее невероятной популярности. И как не открещиваются дозоровцы от слова «гонка», без скорости выиграть в дозоре практически невозможно. Скорости неплохие, но в пределах допустимого, да, то есть если как бы тут не было такого, тут возникал даже спор, как можно доехать с Хатынюряха до музыкального театра, допустим, за 9 минут без нарушения правил. Оказалось, можно. Да, я лично участвовал в этом эксперименте. Это было весной, лежал снег, по колено снег был. И возник у нас спорный вопрос на одном из заданий. Маршрут именно была горная база на Хатынюряхе, лыжная база до Русского театра. Когда ребята выполняли задание, по статистике было видно, странно видно, что они слишком быстро это сделали. Мы собрались таким же составом, взяли видеокамеру, взяли таймер и проделали этот маршрут примерно в дозорное время вечерком, вчетвером на Короне, двушке, это было на премию, за 9 минут. То есть Хатынюрях, Русский театр, 9 минут 40 секунд, это более чем реально. Без нарушения правил дорожного движения. Об этом история умалчивает. Дозорная погода – это дождь, снег, гололед и мороз. Игра не отменяется практически никогда, за исключением проведения общегородских праздников и мероприятий, выпавших именно на субботу. Почему суббота стала днем проведения дозора, не ясно, но играют в нее командами число игроков, которых доходит до полусотни. Это в одной команде, а их 8-10. И у каждой своя стратегия игры. Тактика есть у каждой команды, никто как бы не раскрывает. Но есть еще вариация light дозор, да, то есть когда одна машина превращается в один. То есть одна машина — это одна команда. Но там немножко другое, то есть там общий старт и так далее, то есть получается там своего рода гонки. А это дозор классик, то есть тут большая команда играет, человек 30-50, да, и соответственно. Никаких требований к автомобилю участника нет. Можешь гонять на чем угодно. Организаторы лишь дают некоторые рекомендации. Хотя и без них через 1-2 игры становится понятно, что 2 ВД заметно проигрывают полноприводным машинам. Сами понимаете, что дороги у нас как бы слегка не ахти, да? Слегка. Поэтому ценятся очень машины с высоким клиренсом и вместительными. Уровня там, допустим, тех же Toyota Land Cruiser и так далее, да? Но с другой стороны, это большое потребление горючего. Так что имеются какие-то там золотые середины типа Форестера. Форестер и Эскуда. Руслан Очеров, небезызвестный товарищ, у нас играет на своем Эскуда. Якутск, он настолько дозорный город, что здесь играть на каких-то простеньких паркетных машинах, на спортивных, это шансов нет. Самое важное для якутского дозора — это 4 ВД, это джип, это безбашенный водитель и, конечно, знание всех подводных камней, труб, люков и прочих хреновин, которые в Якутске очень часто встречаются. То есть 4 ВД — это без вариантов. Хотя какой бы марки и проходимости не был автомобиль и какой бы стаж не имел водитель, дозор все-таки игра логическая. Без мозгов ваш экипаж на дозоровском языке могут назвать не иначе, как тупомобиль или балласт. Большую роль в этом играют мозги и автомобиль. Конечно же, все это вместе, когда все вместе, это намного лучше, чем отдельно мозги и отдельно автомобиль. По сути, дозор делают люди, живущие в каждом отдельно взятом городе. Дозор везде свой, уникальный, но все же один единый. И, наверное, это здорово, когда ты приезжаешь в новый город и видишь машины с наклейками или просто знаешь, что и здесь есть такие необыкновенные люди. Дозорная машина — это та машина, которая бешено летит, невзирая на кочки, невзирая на повороты. Из нее высовываются люди во всевозможные отверстия, то есть форточки, люки, открытые двери, светят фонариками, дико гогочут и кричат: метка, метка, все сюда. В общих чертах других просто не дано, других вариантов. Бешеная машина — это без вариантов дозорная. А как же мега-ноутбук, на котором во время езды еще можно смотреть порнофильмы? Да, это важный аксессуар. То есть, заглянув в машину, первым делом находится там человек, лицо которого освещено таким призрачным голубоватым светом. Это отблеск ноутбука, полевой координатор. Дозор. Значение этого термина не ясно.
Замечены люди, которые говорят, что они играют в дозор, но сколько-нибудь явного понимания, что собой это представляет, нет. Кроме горящих глаз, эмоций и восклицаний «класс» и «супер», никогда такого не пробовал, объяснить ничего не могут. На просьбы рассказать, что собой представляет игра, все объяснения сводятся к тому, что спрашивающему нужно попробовать. После того, как спрашивающий соглашался и играл, он сам становился не способен объяснить смысл игры. Единственное, что могут сказать настоящие дозоровцы однозначно, дозор — это моя игра. Люди никуда не денутся, идеи никуда не денется, и азарт никуда не денется. Поэтому я думаю, мы еще сыграем обязательно. Может быть, это будет другая команда, другая форма, но тем не менее хотелось бы, чтобы мы все еще собрались и сыграли.